Вот уже несколько дней в сети интернет распространяются аудиозаписи с призывами к преследованию граждан Абхазии армянской национальности за их политический выбор. В связи с этим глава армянской общины Абхазии Алик Минасян обратился к руководству республики с требованием гарантировать защиту армянского населения во время выборов президента. По его словам, с начала предвыборной кампании на руководителей ряда сел, где проживают граждане армянской национальности, оказывается давление и звучат угрозы с требованием поддержать конкретные силы. Глава общины призывает к выполнению конституционных принципов защиты прав каждого гражданина вне зависимости от его национальной принадлежности. Минасян требует установить подлинность распространяемых аудиозаписей и дать жесткую правовую оценку, возбудить соответствующие уголовные дела и привлечь виновных к ответственности, принять исчерпывающие меры для пресечения любой агитации, разжигающей рознь и вражду по национальному признаку. С утра 17 февраля исполняющий обязанности президента провел совещание с правоохранителями. В начале заседания он поблагодарил его участников за работу, отметив, что первый тур прошел спокойно, но не обошлось и без очагов напряжения. Тут речь идет и о записи голоса одного из молодых людей, и последующей официальным заявлением армянской общины. Молодой человек, вы все знаете, Ганбаин Верзаурович, это мой родной племянник. Может быть, с этим было связано стремление как бы раздуть, но это совершенно другие вопросы. И заявление армянской общины по данному поводу, что идет запугивание и так далее. Вечером армянская община собиралась, не только армянская, наверное, и те, кто их поддерживает. Было вторичное заявление, в котором армянская община обращает наше внимание, наши здесь сидящих, нас всех, внимание на то, что запугивали глав администрации сел, запугивали сельское население в период проведения выборной кампании. Это все заявления официальные. До того, как они к нам попали, они почему-то попали в СМИ, хотя, наверное, должно было быть наоборот. Поэтому я и хочу сегодня открыто провести, что действительно это должно быть нашей реакцией. Мы должны этот очаг напряжения, я не знаю, локализовать, потушить, привести там в соответствие со всеми, потому что разрастание этого очага напряжения может вызвать нехорошие процессы, тем более есть заявление в Гагарской РУВД, насколько я информирован, заявление от Дащан, Самвел. Заявление есть, как меня проинформировали, есть врачебные справки. Не знаю, уточните, пожалуйста. Эдуард Дащан, родственник Самвела Дащана, обратившегося в Гагарскую милицию, на своей личной странице в Facebook заявляет, что информация, распространяемая в соцсетях, связанная с именем Самвела Дащана, ложь. Эдуард Дащан сообщил, что готов дать интервью и рассказать все. 16 февраля гражданин Самвел Дащан обратился в больницу для фиксирования следов побоев. Соответственно, по такой процедуре обязательно должны туда на место прибывать сотрудники милиции. Они туда прибыли, получили от него объяснение, заявления пока нет. Материал мы сегодня сформируем и направим в Гагарское РУВД. По предварительным данным, скажу так, его опросили, и он в ходе опроса заявляет о том, что в отношении него были причинены, телесные повреждения со стороны его братьев-однофамильцев, так он пока говорит. Но заявительского материала нет, материал соберем, мы его вызовем, соответствующим образом проведем работу. Я думаю, что это надо под эгидой этой группы. Конечно. И МВД. Давайте не будем там оставлять в Гагарах. По процедуре они должны провести именно так, но после этого, конечно же, под контролем Генеральной прокуратуры мы все это сделаем. Помимо этого, я хотел бы доложить о том, что с учетом последних событий в отношении армянского населения мною было принято решение об усилении контроля, как говорится, на данных территориях, где проживают компактные армяне. У меня со вчерашней всю ночь, в принципе, работали мои оперативные экипажи, и эту работу мы продолжим для того, чтобы люди имели возможность чувствовать себя комфортно и защищенно. То есть, если есть такие какие-то определенные действия, мы будем на них соответствующим образом реагировать. Контакт установим с главами сел, главами, представителями этих, как говорится, компактных мест проживания и, соответственно,
будем оперативно реагировать. Я считаю, что это наша работа, которую мы должны выполнять и собираемся сделать все необходимое для того, чтобы защитить этот слой населения. За все это время представители армянской общины дважды делали заявление, в котором просили перестать разжигать межнациональную рознь и обеспечить безопасность граждан. А вот эти голосовые, которые ходят по городу, но однако эти голосовые сложно доказуемы, конечно, и лицо, которое будет распространять его, обычно отказывается от своих слов. Обычно так. Это вот. Ну, для этого вы есть, ребята, чтобы поговорить, потому что каждый человек должен отвечать, если это было сделано, за свои поступки, за свои деяния, за свои слова. Поэтому это ваша работа. Будем посылать экспертизы лингвистические. Ну, тогда, чтобы вот закончить этот вопрос, связанный как бы с моим именем, я хотел бы еще два вопроса, чтобы вы были в курсе дела. Первое, это когда подписывалось второе заявление армянской общины, были ряд предложений пойти к исполняющей обязанности президента домой и там решить вопрос. Я хотел бы, чтобы вы проверили, спросили у меня сами, кто это предлагал и как собирались они решить вопрос со мной, с исполняющей обязанности президента. Вот. И второе, в сети также гуляет голосовой, тоже недоказанно, да, оскорбление в адрес моей семьи, в мой адрес, угрозы. Честно говоря, если это послушать, ну, тяжело его до конца выслушать, да, там, такой лексикон, который надо учиться этому лексикону. Угроз гораздо больше и оскорблений гораздо больше, чем это говорили бы о другом голосовом заявлении. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил создать оперативную группу под эгидой Генпрокуратуры с участием СГБ и МВД для выяснения обстоятельств угроз и заявлений, последовавших по итогам первого тура президентских выборов. В первую очередь, я думаю, что нам надо создать оперативную группу под эгидой Генеральной прокуратуры с участием, естественно, СГБ, МВД и постараться полностью разобраться в том, что было и в голосовых там записях, и в заявлении об избиении, чтобы нам положить точку в этом вопросе и как-то сделать все, чтобы потушить создавшуюся сегодня ситуацию. Я думаю, что эта группа должна уже быть сегодня создана, и уже сегодня она должна начать работу. У нас есть координационное совещание под эгидой генерального прокурора. Силовики входят в это координационное совещание. В рамках координационной работы проводить и обсуждать все вопросы, связанные с теми событиями, которые вы осветили. Со стороны прокуратуры та необходимая работа, которая должна будет проведена, все будет сделано. Все проверочные мероприятия, все необходимые исследования будут назначены, проведены. Гугут Савардания, Генал Гвинже, Абхазское телевидение.